коллеги, дорогие ветераны, Кадрнадслар. Нет, я не спрашиваю, с доком. Генерал-лейтенанта внутренней службы Салиха Зельдетдиновича Ебеева. Салих Зельдетдинович возглавлял Министерство внутренних дел Татарской Автономии. Символично, что именно сегодня, в день его рождения, в год столетия образования ТССР, мы открываем памятник легендарному человеку. Республики Татарстан, генерал-лейтенант полиции Артем Валерьевич Хохорин. Дочь и сын Салиха Зельдетдиновича Ебеева, Земфира Салиховна и Равиль Салихович. Bugün bizden için zor vakıla, biz Tatar halkının bir çiğdene Ruşa Büyüsü'nü bugün aşağıdız. Elbette anın hizmeti, anın ismi altın tariflerle bizim tarifka girdi. Biz anı hatırlıyoruz, biz anın işlerin ruhunda kalıp vararız. Hem meşhurşu tariflerge, pişkurtun kişilerge zor rahmetimizni aytamiz kerak. Уважаемые коллеги, друзья, родные, Салих Зельдетдиновича, сегодня особый день. Сегодня мы здесь открываем бюст великому сыну татарского народа. Человек, который очень много сделал для правоохранительной системы нашей республики, не только нашей республики. Это был выдающийся, известный генерал союзного масштаба. И, конечно же, его наследие, оно сегодня живет. В период его работы были организованы дружины, общественные пункты. В то же время была организована работа участковых уполномоченных. Но и эти традиции, они и живы сегодня. В то же время в его период было становление спортивного движения «Динамо». Мы очень много наслышаны. Я лично, к сожалению, не был знаком с этим человеком, но его дела, его учения, они продолжают жизнь. Я хотел бы поблагодарить, Артем Валерьевич, вас, что вот эти традиции, они сохранили. Уважаемый Александр Валерьевич, уважаемые коллеги, дорогие родные и близкие, Салих Зельдетдинович, для нас действительно сегодня особый и волнительный день, потому что имя, личность Салиха Зельдетдиновича – это особые чувства, тонкой материи для любого сотрудника полиции, для любого ветерана внутренних дел. Все, кто его знал, кто имел честь работать под его руководством, всех он оставил очень такую глубокую, яркое впечатление, очень глубокую память. В республике, в министерстве действительно много делалось и делается для увековеченной памяти Салиха Зельдетдиновича. Его именем названа улица, его имя носит один из отделов полиции города Казани. В обновленном музее его памяти представлена достаточно большая экспозиция. На здании министерства были и открытие сегодняшнего сквера и бюста станет еще одной вехой и увековеченной памяти нашего выдающегося министра. Министерство внутренних дел не сказано повезло, что в военные годы Салих Зельдетдинович был направлен, принял решение влиться в ряды сотрудников внутренних дел. А затем годы, десятилетия, когда он министерство возглавлял, фактически они слились в единую эпоху генерала-лейтенанта внутренней службы Ебеева. Именно тогда, о чем Александр еще сказал, закладывался фундамент того министерства, которым мы сегодня имеем честь работать. Он сам был неизурядным, выдающимся человеком, высокообразованным, широким кругозором, имевшим много самых разнообразных увлечений и таких же сотрудников, таких же людей в команде своих подбирал. И многие генералы
стали генералами, стали великими руководителями, достойными руководителями благодаря тому, что путевку им жизнь давал министр Олег Зинович. Мы гордимся, что у нас был такой министр. Мы гордимся, что он духовно сюда с нами. Министерство внутренних дел, я ощущаю, сотрудники органов внутренних дел. Память о том, какой у нас был министр и как он работал, как он относился к людям, к кадрам, будут проносить в своей работе. Вот много говорится о том, какой должен быть полицейский. Фактически вот таким милиционером, таким полицейским нужно быть, как Олег Зинович. И спасибо большое всем за помощь. Отдельное спасибо творческому коллективу, который помогал делать памятник. Спасибо большое. Спасибо, уважаемый Артем Валерьевич. Для нас действительно сегодня особый и волнительный, его руководством всех, кто наставил очень такую глубокую возглавлял. Фактически они слились в единую эпоху широким кругозором, имевшим много самых разнообразных великими руководителями, достойными руководителями, благодаря тому, что путевку им жизнь давал. Отдельное спасибо творческому коллективу, который помогал. Глубоко уважаемые друзья, соратники моего отца, сегодня мы открываем знак памяти великого поколения, которое с солдатом прошло Отечественную войну и в послевоенные годы вступило на многотрудную службу закону. Поколению, которое воспитало несколько поколений не менее значимых сотрудников, которые честно служили своему долгу. Это высокообразованные, достойные сотрудники. Велик тот народ, который помнит памятью сердца своих предков, своих товарищей. Да воздастся вам успехами, здоровьем, уважением, долгих счастливых вам лет. Спасибо вам. Бик Зур Рахмат. Спасибо, уважаемая Земфира Салиховна. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.